Одно из самых больших плюсов вечера – это неформальные встречи с интересными людьми. Так, желающих пообщаться с молодым, но уже хорошо известным поэтом, членом Союза писателей России Эриком Дангаком оказалось довольно много. Нововведением в «Библионочи» стало мероприятие нового формата – арт-квартирник в научке, живая музыка и непосредственное общение с музыкантами. Были организованы площадки интерактивных викторин, мастер-классов по плетению макраме, а также по бисероплетению от бусинки до шедевра. Мелкую моторику развивает, и даже вот здесь надо считать, математику еще развивает здесь. И логику тоже развивает. Здесь особенно здесь, вот смотрите, здесь 20 бисеринок, и здесь 20, все надо считать. Цель акции – это поддержка чтения. В эту ночь библиотеки, музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства и клубы по всей стране открывались для посетителей в вечернее и ночное время. В этом есть определенный символический смысл. Ради общения с книгой самые преданные читатели готовы пожертвовать вечерним отдыхом и сном. Недавно совершенно провели социологическое исследование изучения читательских интересов студентов Тувы, Бурятии и Монголии. И при сопоставлении выявили очень много интересных нюансов. Да? Многие студенты ссылаются, что они любят читать классику. Это, видимо, остатки от школьной программы. Просто стесняясь сказать, что они не читают, говорят, что не читают классику. Но вы знаете, есть очень много студентов, которые называют конкретных авторов. «Библионочь» благодаря стараниям сотрудников научной библиотеки Тувинского госуниверситета удалась на славу. Оформление мероприятия было сделано из подручных материалов сотрудниками библиотеки. Здесь каждый смог найти себе занятие по душе. Прежде всего, наверное, оккультуривание какое-то и, не знаю, что-то помимо учебы тоже должно быть для студентов. В целом, всероссийская акция «Библионочь-2023» напомнила всем о главной мудрости, что самая ценная вещь на свете – это знание, и дала возможность каждому гостю пережить незабываемые впечатления и развлечения вместе с другими единомышленниками. Чинчик Кашпуков, Владимир Сюртук, Азамат Учур, телеканал Тува-24.